Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Житель Мирного напился в кафе и так крепко уснул, что не заметил, как с него сняли рюкзак. Мужчина рассказал, что не знает, кто его обокрал и что в рюкзаке находился кошелек с деньгами. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, которым оказался 32-летний мужчина. Инцидент произошел в одном из кафе города. Потерпевший, не рассчитав количество выпитого алкоголя, уснул прямо за барной стойкой ночного заведения. Этим воспользовался подозреваемый. Он подошел к спящему молодому человеку и снял с него рюкзак, после чего покинул место преступления. Похищенные деньги он потратил на спиртное, а рюкзак и кошелек выбросил за ненадобностью. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Пенсионерку в Якутске ограбила пьяная женщина. 63-летняя местная жительница рассказала, что на одной из улиц города неизвестная женщина отобрала у нее сумку и сбежала. В сумке находился телефон жертвы и документы. Подозреваемая оказалась безработная 39-летняя женщина. Похищенная не изъята. После задержания злоумышленница рассказала, что после хищения и без того пьяная направилась распивать алкоголь в компании знакомых и оставила сумку в чужой квартире. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», по которой ей грозит до 4 лет лишения свободы. Педофила из Мирного приговорили к 15 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Республики. В период с сентября 2018 года по февраль 2019, когда после развода с женой его 6-летняя дочь находилась у него в гостях, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что ребенок позже сообщил об этом матери, и женщина обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал, но в ходе предварительного расследования проведен большой объем необходимых следственных действий, которые подтвердили виновность обвиняемого. В Якутске осудили 2 местных жителей за убийство и кражу. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Первого признали виновным в совершении умышленного убийства 2 человек. Второй осужден за укрывательство особо тяжкого преступления, мошенничество и кражу. В феврале этого года в Якутске во время совместной пьянки один из осужденных не меньше 20 раз ударил обухом топора одного пострадавшего и не менее 13 раз другого. В результате жертвы получили открытые черепно-мозговые травмы, от которых скончались на месте. После убийства он предложил хозяину дома скрыть следы преступления, на что последний согласился. Совместно они вынесли тела из дома и спрятали их в кладовке. При переносе трупов из кармана одного из них выпала банковская карта, пин-код от которой был известен соучастнику преступления, и он забрал ее себе. Впоследствии мужчина снял с нее более 50 тысяч рублей. Спустя несколько дней ночью они перенесли трупы в находящийся недалеко заброшенный дом и скрылись с места происшествия. Суд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его соучастника за укрывательство особо тяжкого преступления и за хищение денег к 4,5 годам в исправительной колонии общего режима. Массовые антиправительственные акции проходят второй день в Багдаде. В среду полиция применила для разгона протестующих боевые патроны. Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно, рассказывает Артем Сторонов. Полиция Ирака в среду применила боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Багдаде. Представители правоохранительных органов заявили, что стражи правопорядка стреляли в воздух. Однако корреспондент Рейтер сообщил, что видел несколько человек с окровавленными лицами. Люди выходят на антиправительственные акции уже второй день. Их недовольство вызвано высоким уровнем безработицы, коррупцией и ужасным качеством госуслуг. Самые массовые протесты прошли в Багдаде, но небольшие демонстрации состоялись и в других городах. Около 3000 человек попытались прорваться в охраняемую зеленую зону в центре иракской столицы, где находится большинство правительственных зданий. Чтобы оттеснить их, полиция применила водометы. Когда это не сработало, в ход пошли автоматы и слезоточивый газ. Во вторник в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 2 человека и более 200 получили ранения. В полиции утверждают, что 40 пострадавших – это их сотрудники, и обвиняют группу провокаторов в разжигании столкновений. О количестве убитых и травмированных в среду пока ничего не сообщается. В попытке успокоить протестующих премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди во вторник выпустил заявление, в котором пообещал обеспечить выпускников вузов рабочими местами. Он проинструктировал Министерство нефти и другие ведомства, чтобы в будущие контракты с иностранными компаниями был включен пункт о 50% квоте на местных рабочих. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.